Празднование столетия чувашской автономии и Дня города Чебоксары в основном пройдет в онлайн-формате. Пока ограничения, связанные с пандемией, не позволяют организовать массовые мероприятия. Большинство проектов можно будет увидеть в социальных сетях и на региональном телевидении с 11 по 15 августа. Масштабный праздник в честь столетия чувашской автономии, намеченный на июнь этого года, сначала перенесли на август, но теперь план мероприятий вновь пришлось скорректировать. Как рассказала Алла Салаева, театр под открытым небом от Нарспида современности заранее снимут и покажут 15 августа. В таком же формате можно будет посмотреть фестиваль поэзии «Радуга над Волгой». Под вопросом было проведение фестиваля национальной кухни, но его зрители смогут увидеть в рамках трансляции. Разделили на два этапа. 10-13 тоже в онлайн-трансляции будут показаны мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд участниками фестиваля в интернет-сетях на различных онлайн-площадках, а финал фестиваля 15 августа. Также куда будут приглашены победители отборочного этапа, и где они сделают презентацию национальной кухни, их качество оценят эксперты, которые приедут, мы также протранслируем. По итогам фестиваля «Гостеприимная Чувашия» издадут сборник рецептов чувашской национальной кухни. В режиме ВКС пройдет фольклорный форум, а 18-й всероссийский конкурс «Русь мастеровая» можно будет посмотреть на портале Минкультуры «Народное творчество». Мастера из разных регионов страны пришлют свои видеоуроки. Родники России зрители тоже смогут увидеть в дистанционном формате. План всех праздничных трансляций нужно довести до каждого жителя Чувашии. И не только, подчеркнул Олег Николаев. Довести в том числе до диаспор, которые локально проживают на территории других регионов, то есть диаспор чувашей, да. Там культурных автономий, соответствующих с тем, чтобы они тоже были в курсе, потому что такие желания участвовать в дистанционном формате на праздничных мероприятиях с их стороны они высказывались и в День Республики. Я думаю, что они с удовольствием и сейчас поучаствуют. В очном формате будут чествовать почетного гражданина города Чебоксары, а также вручать госнаграды и памятные медали. Михаил Ноздряков отметил, что в рамках празднования столетия чувашской автономии нужно учесть памятные даты, которые отмечают различные города республики. 29 августа, День города Новочебоксарской. Большая просьба, может быть, некоторые мероприятия также включить и вообще по нашим муниципалитетам, у которых до конца года тоже есть какие-то такие событийные вещи, с учетом того, что есть и высвобождается часть средств по мероприятиям, может быть, действительно тоже включить в эту историю и часть мероприятий распространить и на Новочебоксарск и другие муниципалитеты. К сожалению, фестиваль классической музыки с участием российских оркестров пришлось перенести на следующий год. А вот всеми любимый фестиваль фейерверков пройдет зимой, в новогодние каникулы. Ирина Ромадова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.